Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета. Катастрофа произошла на северо-западе страны сразу после встречи политика с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Трагедия тут же повлекла за собой слухи о причастности к случившемуся врагов Ирана спецслужб Израиля. Однако связь с катастрофой опровергают представители как самого Израиля, так и США, указывая на сложные погодные условия в зоне падения вертолета. Вместе с тем, гибель второго лица в Иране создает вакуум власти, который постараются заполнить различные группировки. Гибель Ибрагима Раиси может изменить устоявшийся баланс сил в высших эшелонах власти, пишет издание Лента.ру. С учетом принципа «кому выгодно», в СМИ сразу стали называть США и Израиль, возможно, причастными к организации случившегося. Согласно этой растиражированной журналистами версии, гибель Ибрагима Раиси была якобы организована как возмездие за удары иранских ракет по территории Израиля в апреле или как ответ на внешнюю политику Ирана в целом. Цитата: «Угроза, которую Иран и его ставленники представляют для Израиля, региональной стабильности и американских интересов, очевидно», повторял всего несколько дней назад советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Кроме того, по сообщению The New York Times, крушение вертолета произошло всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США. Они стали первыми контактами двух сторон после ударов по Израилю и должны были снизить напряженность в регионе. Вместе с тем в США опровергли эту версию и заявили об отсутствии доказательств причастности Израиля к происшествию. Лидер большинства в Сенате Конгресса США, демократ Чак Шумер, отметил, что в крушении вертолета иранского президента какой-либо преступный замысел отсутствует. Аналогичное заявление о непричастности к происшествию сделали и в Израиле, сообщил 13-й канал со ссылкой на израильских чиновников. Однако официального комментария властей Израиля по поводу случившегося еще не было. Лидеры многих стран приносят свои соболезнования по поводу трагической гибели президента Ирана. Свои соболезнования иранскому народу принес и президент Абхазии Аслан Бжаня. В республике Абхазия с большой скорбью восприняли известие о трагической гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и главы МИД Ирана и ряда других важных государственных деятелей в результате крушения вертолета, говорится в телеграмме соболезнования. Бжаня подчеркнул, что президент Ибрагим Раиси останется в памяти мирового сообщества как яркий лидер, внесший значительный вклад в укрепление позиции Ирана на международной арене. К другим темам. Президент России Владимир Путин на минувшей неделе совершил первую зарубежную поездку после вступления в должность в 5-й раз в Китай. В ходе нее он посетил два города – Пекин и Харбин, а помимо официальной части председатель КНР Си Цзиньпин устроил своему гостю и неформальную чаепитие и прогулку по парку. Сам Путин на итоговой пресс-конференции с российскими журналистами охарактеризовал ее словами «чисто рабочая поездка», в ходе которой стороны поднимали, цитата, «очень много тем», и подтвердил, что в узком составе при участии российского министра обороны Андрея Белоусова и секретаря Совбеза Сергея Шойгу в Пекине обсуждался украинский кризис. Китай искренне стремится к тому, чтобы урегулировать эту проблему, предлагает различные варианты, ведет себя очень гибко и, на мой взгляд, искренне стремится к решению этой проблемы, сказал Путин. Си раскрыл ему основные тезисы его диалога в ходе недавнего турне во Францию, Сербию и Венгрию и позицию КНР по мирному урегулированию. По мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василия Кашина, главный вывод из слов Путина по итогам обсуждения Украины в КНР такой: сейчас активизируются дипломатические усилия всех сторон, а Россия и Китай тесно координируются в этом отношении.
Видимо, с российской точки зрения Китай должен сыграть очень важную роль в разрешении конфликта. Вся история по урегулированию украинского кризиса сейчас входит в решающую стадию. И если антироссийская коалиция проводит саммит в Швейцарии, как мы уже говорили в июне, то Россия и Китай делают свои шаги. И если Пекин сыграет решающую роль в разрешении украинского конфликта, исход которого на самом деле определит новый миропорядок, то Китай станет одним из главных строителей этой новой системы, считает эксперт. При этом в совместном заявлении России и Китая об углублении отношений на этот раз появилась формулировка о том, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины. Этого не было год назад во время визита Си в Москву, но она звучала ранее в устной форме китайских дипломатов. Первопричина украинского кризиса с точки зрения Пекина – неучет российских законных интересов в отношении безопасности, говорит Кашин. Но при этом Китай не уходит из позиции быть над схваткой. Под первопричиной конфликта понимается безудержная экспансия НАТО, которая разрушила баланс безопасности в Европе, соглашается заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Ломанов. Си Цзиньпинь напомнил на переговорах, что Россия председательствует в 2024 году в БРИКС, а Китай скоро станет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества, и обе стороны будут поддерживать друг друга. Более того, как говорил ранее помощник Путина Юрий Ушаков, глава Китая дал свое предварительное согласие на посещение саммита в Казани осенью 2024 года. Любопытно также, как визит российского лидера в Китай был отображен в различных СМИ. Проправительственная китайская газета Global Times привела в своей публикации слова профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдуна о том, что Россия и Китай стоят спина к спине и помогают друг другу в условиях турбулентности в мире. Впрочем, такая риторика характерна для китайской прессы. Он считает, что страны оказывают друг другу стратегическую поддержку, а не создают альянс, направленный против кого-либо. Западные СМИ также сделали акцент на показательном символизме, который сопровождал встречу глав государств. За ним, по мнению журналистов, скрываются совпадающие цели двух лидеров. Например, в The New York Times приводятся слова эксперта Европейского совета по международным отношениям Алисии Бачульска о том, что главная цель Путина и Си – дать отпор тому, кого они считают своим экзистенциальным врагом, а именно США и международному порядку. При этом в той же статье Путин называется незаменимым другом для Си. Ломанов обращает внимание на статью The Economist, в которой говорится, что отношения России и Китая имеют пределы. Именно эскалационная динамика со стороны США, выраженная, например, в недавнем развертывании американских ракет средней дальности одновременно на Филиппинах и датском острове Борнхольм, ведет к дальнейшему сближению России и Китая, считает Кашин. На следующем этапе уже встанет вопрос о шагах в сфере ядерного сдерживания. Они движутся к принятию концепции, по которой они должны будут обладать потенциалом, сравнимым с общим потенциалом России и Китая. Это запустит маховик гонки вооружений и приведет к тому, что Москва и Пекин должны будут координироваться и в этой чувствительной сфере, уверен эксперт. Подробнее на эти темы мы поговорили с политологом Бесланом Хакбо. Приветствуем вас, Беслан Алексеевич. Наша сегодняшняя тема – это визит президента России Путина после переизбрания в Китай, его встреча с Си Цзиньпинем. Как вам кажется, какие уже сейчас можно делать главные выводы? И, конечно, нас интересует связанность этой встречи и с украинским конфликтом в том числе. Знаете, когда говорим о визите, надо просто отметить знаменательные события. В каком плане? Это первый визит, как вы сказали, это первое. Второе, все-таки Китай – это великая держава. Да? Учитывая влияние вообще на мир, учитывая события, которые происходят на Украине, попытка западных стран изолировать Россию и так далее, важное значение Путин придает связям с Китаем. Потому что там прямо и сказано, что не только так называемое в рамках БРИКС, это наш стратегический партнер. Это что это значит? Не союзник,
мы не союзники, но учитывая важность Китая, протяженность границы, влияние на мир, экономическая держава, очень значимую роль, которую играет в условиях вот, санкционной политики в отношении к России Китай. И поэтому неудивительно, что вот такой первый визит состоялся, это первое. Второе, надо учитывать события, которые происходят на Украине. Активно включается Китай в процесс урегулирования. Много не нравится Китаю то, что происходит, и как происходит вокруг Украины. Например, попытки некоторых западных стран продолжать провоцировать, и дальше продолжать провоцировать, продолжение войны, имею в виду, потому что Китай, Си Цзиньпин говорит, что надо остановить эту войну, потому что это угрожает вообще миропорядку, и надо стремиться к новому миропорядку, между прочим, к новой глобальной безопасности, это было сформулирование. Понимаете, что это значит? Это значит, что вот о чем многие годы говорили, так называемый многополюсный мир, он должен сложиться. Не один вот мир, не один западный мир, да, не одна страна США, которая все страны, другие регионы должны слушать. Нет, многополярный мир, он более справедливый, и в этом отношении Китай играет значимую роль. Одна из главных приоритетов вообще внешней политики Китая последние годы, и это вот как раз вот создание вот такого мира, где конфликты будут урегулироваться с учетом интересов всех глобальных, прежде всего, конечно, держав, и вообще и других стран тоже. И в этом отношении, конечно, вот значение для России, для вообще очень важно. Конечно, и экономические вот связи тоже. Владимир Путин подчеркнул, что почти 2 раза был увеличен товарооборот с Китаем. Опять-таки, учитывая санкционную политику, да, вот эта политика, которая продолжается почти последние 2-3 года, это тоже значимый вот, экономический партнер для России. И вот все эти факторы повлияли, наверное, что Владимир Путин совершил такой первый визит в Китай. И, конечно, надо здесь учитывать такой фактор, как личные связи, вот дружеские связи, которые сложились за последние годы между президентом России Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. И это все отмечают, даже западные страны подчеркивают, что это один из главных факторов вот, в проведении совместной политики, да, во внешней политике тоже. И, конечно, и в рамках БРИКС, вообще и в мировой политике тоже. Но как вам кажется, все-таки, судя из того, что вы говорите, это не то, что, как утверждают на Западе, дружба Китая и России, это не дружба против всех, там есть свои основания, свой базис. Как вам кажется, это так, да? Это не дружба, которая сложилась или может сложиться против какой-то определенных даже западных стран. Знаете, свои претензии есть у Китая и к западным странам, особенно к США. Это нерешенность проблемы Тайваня. Понимаете, и разные отношения к западным странам тоже. Я имею в виду внешняя политика Китая. И поэтому, конечно, Китай великая держава, она самостоятельно внешнюю политику формирует и проводит. Конечно, это не значит, что Си Цзиньпин будет слушаться, да. Конечно, некоторые рекомендации будут учтены, наверное. Вот все-таки и Россия тоже великая держава. И мы не будем забывать, что протяженность границ между Россией и Китаем, экономические связи, и вот особенно в последние годы, вот, учитывая рост товарооборота, и, конечно, и вот Китай, надо признать, что в отличие от предыдущих лет начал активную внешнюю политику тоже проводить, в конфликтных регионах тоже. И на Украине, и на Ближнем Востоке, между прочим, и иногда даже о Кавказе говорят, учитывая все-таки вот эту линию, да, которой хотят они проложить шелковый так называемый путь, здесь регион должен быть бесконфликтным. И Китай активно вмешивается, вот, влияет на все эти события. Конечно, все эти факторы надо учитывать. И я думаю, что и президент России, имея вот это в виду, вот такой визит, он, видимо, был назначен, что все-таки первый визит будет совершен. И, конечно, это был ответный визит. Не будем забывать, что после избрания председателя Китая Си Цзиньпин, он первый свой визит совершил в Москву, в Россию. Наверное, это был такой дружеский вот такой вот шаг был сделан со стороны руководства России. А еще многие наблюдатели говорят о том, что Китаю пророчат довольно серьезную роль в урегулировании украинского конфликта. В частности, например, как мы все знаем, в Швейцарии будет конференция, которая проводит прозападные такие страны, силы, и туда Китай приглашен. С другой стороны, вроде бы говорят эксперты российские о том, что по тому, что говорил Владимир Путин, стало ясно, что и Россия возлагает на Китай большие надежды в этом плане. Но как вам кажется, но еще есть мнение о том, что все-таки Китай держит свою позицию над конфликтом, что он немножечко отстраняется. Вот к чему больше вы склонны, что видите вы?
Вот когда начался конфликт в Украине, активно начала себя вести Турция. Вы помните вот все эти события, которые происходили в Стамбульской встрече, где могли бы вообще-то к какому-то согласию прийти. А после этого, после того, как это сорвалось, между прочим, активно вмешалась Китай. Учитывая все-таки вот, значимость Китая в мировой политике, я еще раз подчеркиваю, что Си Цзиньпин постоянно подчеркивает, что конфликт, войну надо остановить. И какие-то планы, наверное, урегулированы у них есть. Наверное, мы все, по всему этому не знаем. Но Владимир Путин хорошо отозвался, между прочим, о мирных инициативах вот, руководства Китая. Это первое. Второе, надо иметь в виду, что все-таки, когда говорят вот о встрече вот в Швейцарии, все-таки эта встреча вряд ли какой-то успех, вообще какие-то последствия будет иметь. Потому что многие страны уже отказались. Даже великие страны, руководители некоторых и больших стран. Например, президент Бразилии отказался приехать. Например, президент такой страны, как ЮАР, отказался приехать. Их представители приедут. Даже сам представитель Китая говорят, что он вряд ли будет присутствовать, какие-то представители приедут. Это говорит о том, что, понимаете, все-таки уровень встречи вот, без участия России, все об этом говорят, что вряд ли какие-то положительные последствия будут иметь в плане урегулирования украинского конфликта. Потому что это все-таки проект, который вот, был выдвинут Западом, каким-то образом, может быть, обозначить, что мы за мирные инициативы, за мирное урегулирование, но в то же время они активно поддерживают, вооружают Украину против России. Многие эксперты подчеркивают, что вряд ли эта встреча приведет к разрешению, не к разрешению, даже вообще к началу даже переговоров, потому что все-таки без участия России вряд ли этот конфликт будет когда-либо вообще разрешен. Понятно. Большое спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.